Здравствуйте, это мобильные новости на Якутия-24. Меня зовут Нургуяна Иванова, и я расскажу вам о событиях этой недели, которые не остались без внимания пользователей социальных сетей. Сегодня в программе трагедия в Кемерово. Аккаунты соцсетей заполнили траурные фотографии. Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово навсегда разделил россиян на до трагедии и после. От огня погибли 64 человека, 41 из них – дети. Большое горе тронуло всю страну до глубины души. Аккаунты социальных сетей заполнили траурные фотографии, под которыми россияне выразили свои соболезнования и слова поддержки родным и близких погибших, а также тем, кто непосредственно пострадал при пожаре. 28 марта в России был объявлен национальный траур. Траурные митинги по погибшим прошли во всех крупных городах Якутии – в Алдане, Ленске, Мирном, Нерюнгри и Якутске. Также свои соболезнования жителям Кемерово выразили жители Алекминска, Среднеколымска, Алайхи, Горного и Татинского района. Не остались в стороне и представители бизнес-сообщества Якутска, которые оказывают материальную помощь пострадавшим в Кемерово. Предприниматели призывают друг друга не оставаться равнодушными к трагедии и перечислить средства в Кемеровское региональное объединение Российского Красного Креста. Это страшная трагедия, и мы все бессильны перед сложившимися обстоятельствами. Пока все заняты тем, что ругают власти и ищут виновных, мы просто перечислим 10% сегодняшней выручки в Кемеровское региональное объединение Российского Красного Креста, написал на своей странице социальной сети владелец бара «Амбар» Дмитрий Раскопов. К инициативе присоединился ряд других заведений Якутска. Страшная трагедия в Кемерово объединила все общество в желании помочь и поддержать, но в социальных сетях нашлись и те, кто решил устроить пляски на костях и использовать трагедию для распространения дезинформации. Пользуясь моментом, хочу добавить, что после резонансного происшествия всегда начинается волна постов, раскрывающих якобы шокирующие подробности. Скриншот чата или даже аудиозапись не является достоверной, если их автор неизвестен. Любой желающий может за пару минут состряпать диалог в WhatsApp, присвоив себе любую вызывающую доверие должность. Без видео и фотосвидетельств слова остаются словами, но иногда даже наличие так называемых медиадоказательств могут быть обманом. Нередки случаи, когда старые фотографии и видеокадры с другого события выдавали за нынешнее. Любые слухи надо воспринимать со скепсисом, а социальные сети и мобильные мессенджеры – это не последняя инстанция. Трагедия в Кемерово это еще раз доказала. Не все спокойно на этой неделе было в Якутии в плане погоды. Настоящий ураган обрушился на западную часть и центральную часть Якутии. Вот, например, такие кадры нам отправили жители Ленска. А это уже ураган в Верхневилюйске. Непогода дошла и до столицы республики. Из-за шторма в одном из районов Якутска заискрились провода. Многие пользователи приняли вспышки за инопланетян и герои скандинавской мифологии – бога молнии Тора. Часть города Алдана была обесточена из-за схода снега с крыши возле первой подстанции. Снег оборвал провод, вследствие чего произошло короткое замыкание. Из-за этого во многих зданиях сгорели электробытовые приборы. В одном из торговых центров сгорело электрическое оборудование и проводка, поэтому возникло возгорание. МЧС оперативно среагировала и потушила возгорание. Необычное ДТП сняли на видео и слили в сеть. На кадрах запечатлена машина ДПС, которая перевернулась, чтобы избежать столкновения. В правоохранительных органах заверили, что никто не пострадал. Еще об одном инциденте в Ленске сообщили пользователи социальных сетей. Там, в двухэтажном жилом доме по улице Якутская, под тяжестью метрового слоя снега обвалилась крыша. Площадь рухнувшего шиферного проема составила около 20 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Жители Ленска на этой неделе стали участниками еще одного случая. Самолет Ан-24, выполнявший рейс 438 по маршруту из Ленска в Якутск, приземлился в аэропорту столицы республики на одном двигателе. Экипаж воздушного судна был вынужден отключить двигатель из-за интенсивного ухода масла. На борту находились 38 пассажиров. К счастью, никто не пострадал.
Нерюнгри в частном складе произошел пожар. Видео поделился паблик в инстаграме «Новости Нерюнгри». По словам очевидцев, причиной пожара предположительно стало короткое замыкание электропроводки. Еще об одном происшествии стало известно благодаря подписчице Инстаграма. На автодороге из Нерюнгри в Чульман в кювет съехал самосвал. На видео спасатели пытаются вытащить транспортное средство, но трос не выдерживает нагрузки и самосвал срывается в обрыв. Давай, давай! В Мирнинском районе состоялся 27-й республиканский фестиваль-конкурс молодых исполнителей якутской эстрадной песни «Твой Хая», в котором приняли участие 29 молодых артистов. Прикоснуться к празднику музыки помогли сами участники, которые поделились в сети видео со своих выступлений. История фестиваля берет свое начало в 1991 году в честь села Твой Хая, которое было затоплено из-за строительства Вилюйской ГЭС. Тогда, в середине 60-х, жители села принудительно переселили в другие местности. В течение 3 дней молодые исполнители радовали своим вокальным искусством и подарили массу незабываемых впечатлений жителям села Арылах Мирнинского района. А тем временем в Мирном местные бабушки умилили пользователей соцсетей своим активным отдыхом. Они опробовали сноутюбинги и катались с горок. Удобно. За ручки взяли. И оба! И поехали! Пользователи Твиттера сняли на видео инцидент в столовой главного учебного корпуса СВФУ. Там под раковиной сорвало шланг. Инцидент оперативно устранили. Это были мобильные новости, которые делаете вы сами. Если вы стали очевидцем интересного события и являетесь автором популярного ролика, присылайте нам свои материалы на телефон горячей линии, номер указан на экране, либо на электронный адрес nvknews@mail.ru. Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Отмечайте нас по хэштегу Якутия, _24 и МОП новости, _Як24. Ну а я прощаюсь с вами. Пока-пока.